Первых минут спектакль начинается с задорного музыкального номера. И таких в постановке 14. Интересные персонажи и анекдотические ситуации привлекут не только маленьких зрителей, но и взрослых. Новый мюзикл создан по мотивам русской народной сказки об Андрее Стрельце, которого завистливый царь отправил туда, незнамо куда, принести то, незнамо что. В роли царя Михаил Саберзянов. Над образом Самодура и Капризы работали долго. Типаж искали из сказок и мультфильмов. Придумывали и пластику. Для молодого певца исполнять старца было тоже непросто, но вокализация уже тоже отработана. Сделали довольно-таки простой, обычный костюм, очень свободный. Двигаться в нем безумно прекрасно, потому что он свободу дает. Нигде ничего не мешает, нигде ничто не зажимает. Все свободно. Единственное, да, конечно, у нас есть нюансы: наклеенная борода, наклеенные усы, парик. Все, что для артиста, конечно, мы контролируем, это, конечно, всегда, но тот же самый наш парикмахерский цех сделали так настолько удобно, чтобы спокойно можешь относиться и не думаешь о том, что отклеится. Ну, хотя отклеивается немножко, но всегда у нас есть лаковочка такая, лак. Мы подклеиваем, успеваем, у нас время есть. Новогодняя премьера – размышления о вечных жизненных вопросах, добре и зле, взаимовыручке и находчивости, дружбе и предательстве. Сказка по старым мотивам, но в новом ракурсе. Но даже это поможет вернуться взрослым в детство, а детвору привлекут яркие краски и бодрые персонажи. А еще Баба-Яга в конце сказки станет доброй и счастливой. Я ее бесконечно люблю, она очень симпатичная, она очень интересная, она характерная такая, там есть что поиграть. Вот, конечно, прекрасная выходная ария Бабы-Яги. Прекрасная песня, которая как раз повествует о всей ее, так сказать, сущности. Чтобы новый мюзикл был красочным, приобрели специальную световую аппаратуру, задействовали люминесцентную лампу, а декорации раскрасили специальной краской. И это все, чтобы юные зрители смотрели спектакль на одном дыхании. Их привлечь очень сложно, тем более заинтересовать, поэтому задачу мы ставили такую, чтобы просто дать им необходимый заряд энергии, хорошего настроения. То есть мы нигде не затягивали, глубоко как бы не копали, по сути дела. У нас специально для этого сделана анимация, чтобы дети просто вот по 40 секунд хватали. Того немножко, того. Вполне, думаю, будет достаточно. Но опять же, конечно, не стоит так похвалиться. Посмотрим, как они отреагируют. Премьерная свистопляска в Тридевятом царстве состоится 23 декабря. Новая постановка будет подарков для юных зрителей столицы и в новогодние каникулы. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.